Начнем с того, что мало того, что нам нужна независимость Республики Бурятия, так нам нужно еще и поддержать наш суверенитет. А суверенитет поддерживается, безусловно, вооруженными силами, которых у бурят нету, и в ближайшее время, я так предполагаю, вообще и не появится, потому что нет националистической идеологии хотя бы. То есть мало слишком бурятских правых для того, чтобы создать, так скажем, вооруженные силы, которые будут потом при обретении или декларации о независимости поддерживать суверенитет Республики Бурятия. Ну, в рамках тех территорий, которые вот сейчас являются Республикой Бурятия. Я же, вот, например, являюсь представителем Бурятии, которая, значит, располагается от Енисея до Амура на всех бурятских исторических землях. Ну и вот рано еще пока о независимости говорить, потому что вооруженных сил нету национально-освободительных. В движении в основном, так скажем, доминирует женский элемент, который, естественно, воевать не будет с оружием в руках, там, ни бомбы кидать, ни все прочее, да. И, соответственно, вот нам, в общем-то, достаточно много нетривиальных задач придется решать бурятским активистам, которые, значит, борются за обретение суверенитета, независимости и соборности Республики Бурятия, да, бурятской нации, бурятского народа. То есть очень множество нетривиальных задач. И первое вот сейчас, в общем-то, сама собой решается. Это миграция бурятская. То есть если оценивать все национально-освободительные движения, которые боролись в Азии с империями, да, например, с Японской империей в Корее, да, с Цинской империей в Китае, все они получали значит, политическую и финансовую поддержку на территории Соединенных Штатов. Я вот сейчас очень рад, что количество бурят, мигрирующих в США, возрастает, что количество бурят, которые зарабатывают деньги, приобретают определенное, так скажем, влияние в США, оно начинает расти. Другое дело, что все это, конечно, происходит стихийно, без управления. Ну, по той простой причине, что, в общем-то, большая часть тех, кто мигрирует, они являются потомками люмпинов и комбедовцев, которые в свое время активно участвовали в уничтожении бурятской традиции, которая существовала до революции. Ну, как бы, ну, и с таким материалом можно поработать. Главное, чтобы его было много, так скажем. И я вот сейчас уже третий раз был здесь, в Варшаве, ну, в Польше, на, значит, таком съезде народных депутатов. И, в общем-то, пришел к мысли о том, что вот эта вот такая немножко бюрократическая система, которая вот Ильей Пономаревым двигается, да, она имеет место, потому что вот, ну, соберутся активисты в дискуссионном клубе. Был такой уже дискуссионный клуб, Бурятия.орг называлось, и там целое поколение, в общем-то, изговорилось, как говорится, вот этих там чуть постарше нас, которые с тобой, Баир, находятся там в 2000-е годы. Но я там тоже присутствовал, будучи школьником, там, студентом. И меня все время удивляло о том, что они никак не могут договориться ни о чем. То есть они говорят, в день могли там по 20, по 30 постов оставлять, но в итоге до ничего не договориться. И вот идея ближайшего времени решения задачи — это проведение не просто дискуссионного клуба, а съезда бурятских делегатов, возрождение Бурнацкома. Что если мы будем свою собственную конституцию разрабатывать, что подпишем декларацию о независимости, сами представители бурятских родов, то это будет очень важным вкладом. К сожалению, я думаю, что не у всех, так скажем, силенок или умишка хватит для того, чтобы ну, собраться, все это организовать. Извините, наше время истекает. Да, но я считаю, что это будет важным шагом для того, чтобы отсеять зерна от плевел. То есть всех дураков убрать, женщин, ну и трусов. И вот тогда уже можно что-то делать, что-то решать. Да, здравствуйте. Доброго времени суток.
свободный народ в несвободной стране или несвободном мире. С вами Дмитрий Баиров. Хочу поприветствовать вас всех, уважаемые как участники этой конференции. Так, хотелось бы сказать следующее. То, что по поводу Бурят-Монголии. Вначале нужно слово молвить, да? То есть просвещать народ, действительно историю им надо преподносить каким-то образом. Почему я говорю каким-то образом? Потому что это и есть умение разговаривать со зрителями, просвещать аудиторией или обществом, да. То есть очень многие наши жители, они историю не знают. То есть история, как вы все знаете, да, она была засекречена, были угнетения не только бурятского народа, а и многих других народов нашего мира, да. Но как раз-таки, если про вот этот момент говорить, просвещать, конечно, нужно, но, наверное, а я бы сказал, наверное, аккуратно. Почему? Потому что у многих есть друзья, знакомые, русские и не только, да, разных национальностей. И по этому поводу, конечно, у меня вот такие вопросы в голове у самого возникают, как кто-то меня, конечно, обвинит, там, вот ты хочешь там быть и нашим, и вашим, или же, вот как-то вот такую линию, но я прекрасно понимаю, о чем речь идет, как это безболезненно, и, это через просвещение, конечно, через, как бы сказать, знание людей, что действительно Бурятия была колонизирована в царское время, там, и с другой стороны нападали. В общем, везде были, конечно, войны, это, не знаю, становление человечества, наверное, на мой взгляд, но по этому поводу хотелось бы сказать следующее, то, что надо аккуратнее просвещать, то есть какие-то вот такие действительно, возьмем пример нашего Золтана Халтарова, более резкие высказывания, более жесткие. Я считаю, то, что он этим самым, конечно, объединяет вокруг себя таких людей, которые уже не видят демократический путь, да, вот к независимой Бурят-Монголии, да. И вот по этому поводу хотелось бы вот именно на этом заострить все наше внимание, то, что если мы хотим просветить все национальности, проживающие у нас в Бурят-Монголии, да, можем сказать так, нужно говорить так, потому что действительно это наши исконные корни, да, то есть, как бы сказать, это история наша и наша земля, предоставленная нам предками, чтобы мы жили, сохраняли, как бы сказать, оберегали и передавали своим потомкам. И, соответственно, нужно каким-то образом словом молвить так, чтобы понимали все народности, которые проживают вместе с нами. Вот как-то так, наверное. И хотелось бы все-таки сказать следующее, то, что, вот видите, по одной причине, потому что вот мы много не сходимся. Я вот, например, как бы сказать, вижу много противоречий в чатах. Вот недавно вступил во все эти чаты. Вот такой какой-то долгий, прошу понять и простить. Да, как кто-то заметил, действительно на данный момент бурятская оппозиция является весьма такой разрозненной, разнообразной. И федералисты, там, и националисты, и не очень, скажем так, все включены, и на самом деле чем ближе вот этот вот момент X, скажем так, да, тем больше и больше, на самом деле, игроков будет появляться. И даже вот если посмотреть на тех людей, которые за независимость, у них также очень много
разногласий, недопонимания друг с другом. Там, кто-то хочет больше демократии, кто-то считает, что демократическим путем ничего не выйдет и так далее. Если посмотреть на историю, там, допустим, украинского сопротивления, да, там, первой половины 20 века, то у них, по крайней мере, там, в конце 20-х, там, 30-х годов была похожая ситуация, но они все пришли к выводу, что нужно отложить все эти разногласия и поставить перед собой общую цель, добиться независимости любой ценой. И, ну, как мы видим, среди всех, ну, вот этих постсоветских государств, исключая Прибалтику, ну, окей, балтийские страны, ну, украинцы являются самой такой пассионарной, ну, грубо говоря, сильной нацией. На самом деле нужно также рассматривать вопрос независимости комплексно. Это, да, есть важные проблемы. Понятное дело, их нужно как-то атаковать по приоритету и так далее. Но здесь важнейший фактор успеха – это именно комплексный подход. Например, здесь уже несколько человек озвучили проблему с русским населением, и все мы, думаю, можем прийти к общему мнению, что на самом деле на пути к независимости русское население, оно на данный момент, в том виде, в котором оно есть сейчас, на данный момент, это является проблемой. Это именно потому, что они ставят важность или приоритет России или Бурятии, что является их родиной, что является им ближе и так далее. Для них Россия важнее на данный момент. И это проблема. И на самом деле Россия для того, чтобы держать власть над нашей территорией, она будет использовать все эти настроения. Если посмотреть на события там в Абхазии, в Приднестровье, Россия там просто раздавала оружие таким людям. Оно находило таких людей, оно собирало их в кучи и раздавало там автоматы Калашникова и гранатометы, чтобы они воевали против своих государств. И оно до сих пор всячески поддерживает настроение таких людей. Через русский язык, через русскую культуру, прежде всего. И для того, чтобы решить эту проблему, можно попытаться подойти к ней с двух сторон. Во-первых, нужно найти способ, как интегрировать, инкорпорировать этих людей в себя. Как создать такую вот нацию людей, которые ценят свою родину, Бурятию. Да? Но с другой стороны, нужно найти способ защититься, и нужно наращивать свои силы. Например, тем же украинцам им понадобилось больше 20 лет, чтобы инкорпорировать русских в свою нацию. На самом деле. То есть, условно говоря, до 2014 года я разговаривал со многими украинскими русскими людьми. Они до вот этих вот цветных революций и прочих подобных событий, до Майдана, они сами признавали, что они являлись, ну, грубо говоря, совками. То есть они симпатизировали по советскому прошлому, они с симпатией относились к России и слабо ощущали Украину своей родиной. И на самом деле это было
тотальное, повальное такое явление. Но да, но со временем им все-таки удалось. И сейчас то, что делает Россия, она ускоряет этот путь, как бы не путь, а процесс того, что вот эти русские начинают больше идентифицировать себя как украинцы. Они четко начинают разделять себя от тех людей, даже от своих родственников, которые остались на территории России, да, скажем. Вот. Я не знаю, сколько у меня времени осталось. 1 минута. Да. В общем, на самом деле вопрос независимости – это… Там очень много пунктов. Там и, как я сказал, политика идентичности, да, там мы должны продумать, как сохранить и построить новую экономику на основе старой. Это и расширение международных связей, и последнее, да, и силовой вопрос, на самом деле, он действительно важен. То есть мы можем говорить про демократию и прочее, но мы не сможем построить независимое государство, если мы не укрепим институты власти, а это делается только с помощью наличия силы. Не с помощью силы, а с помощью наличия силы. Окей, спасибо. Большое спасибо. Приветствую уважаемых и соратников, и оппонентов, кто к кому себя относит. Я хочу начать с того, что многие кремль-боты или просто искренние мои противники меня называют сепаратистом, но никто меня не называет националистом. И такую позицию мне позволяет занимать мое происхождение, этническое происхождение, то есть то, что я являюсь представительницей двух национальностей, чувашей и мордвы, и, соответственно, имею возможность выступать, с одной стороны, как представитель национальных меньшинств, а с другой стороны, не как представитель именно бурятского народа. Поэтому, возможно, именно такое происхождение мне дало стремление к какому-то планетарному, общечеловеческому взгляду на эту проблему. И я хочу заявить сразу же с места в карьер, то, что, в общем-то, многим известна моя позиция, тем не менее. Хочу заявить, что я за безусловное отделение Бурятии от России, за обретение ею суверенитета, но по территориальному и политическому, демократическому признакам, а не по этническому признакам. То есть со сохранением равноправия всех национальностей, которые проживают на территории Бурятии. С учетом, конечно, того, что часть представителей других национальностей, вероятно, покинут Бурятию после того, как она обретет независимость или в процессе борьбы за независимость. И часть бурят, которые сейчас рассеяны по всему миру вследствие вынужденной миграции, наоборот, вернутся в Бурятию. Поэтому этнический состав очень серьезно изменится в сторону приоритета бурятского этноса. Тем не менее, в результате все должны получить равные права. Поэтому из всех выступающих сейчас, выступавших передо мной, мне ближе всего позиция Дмитрия Баирова, который сказал, что надо осторожнее. Но вот в каком плане осторожнее? Я за то, чтобы бескомпромиссно бороться за суверенитет. А вот с точки зрения именно межэтнических столкновений, которые могут в результате этого возникнуть, необходимо действительно быть осторожнее, а точнее твердой железной рукой противостоять всем любым возможным этническим столкновениям и ущемлением прав русских, а также прав китайцев, киргизов и любых других так называемых мигрантов, одним словом, всех. Права всех должны быть соблюдены. Почему? Во-первых, с гуманистических позиций, здесь, я думаю, объяснять долго не нужно, права человека универсальны.
А во-вторых, с позиции прагматизма, как нам легче добиться суверенитета Бурятии? Легче нам его добиться, если мы не оттолкнем всех своих потенциальных сторонников радикальным национализмом и заранее заявленным неравноправием этносов. Если мы его заявляем, мы отталкиваем автоматически многочисленных представителей русского этноса, которые сейчас вследствие войны поддерживают независимость Бурятии. Повторяю, русские поддерживают независимость Бурятии, представителей других наций, и мы оттолкнем очень большой сегмент гуманистически мыслящих бурят, которые также против этнических чисток, войны всех против всех и против скатывания борьбы за независимость в какую-то общую мешанину геноцида. Поэтому для того, чтобы элементарно достичь данной цели, нам необходимо консолидировать общество вокруг данной идеи, а не разделять по биологическому принципу. Поэтому я сейчас призываю к тому, чтобы отказаться от биологического подхода к этой проблеме, от принципа коллективной ответственности, исторической вины, от бесконечного копания в том, как русские уничтожали бурят. Это было, никто не собирается это отрицать. Но нам нужно совершенно на других актуальных вопросах строить сейчас наше объединение. А актуальным вопросом является сейчас исторический шанс, который выпал Бурятии, шанс к обретению независимости, к которому нас подвело несчастье, которое помогает нашему будущему счастью, а именно война. Именно вследствие необходимости прекращения участия бурят в войне и в целом жителей Бурятии в войне, именно вследствие того, что Бурятия подверглась тотальной дискриминации и дискредитации и опорочиванию в глазах всего мирового сообщества, именно благодаря этому и возникло столь широкое распространение той идеи, которая, подчеркиваю, 2 года тому назад еще не имела и 10-й доли тех сторонников, которые у нее есть сейчас. То есть 2 года назад большинство бурят даже были против независимости. Сейчас многие русские даже за независимость, не говоря о бурятах. И нам необходимо вот эту вот межэтническую консолидацию на принципах пацифизма и построения нового демократического государства нам необходимо сохранить. И ни в коем случае никого не оттолкнуть. Всеми нами глубоко уважаемая Украина, которая сейчас борется за сохранение своего суверенитета, она не смогла бы так уж сильно хорошо и долго и качественно бороться, если бы ее не поддерживало международное сообщество. А почему оно ее поддерживает? Потому что Украина воспринимается как морально правая, справедливая сторона, которая борется за справедливые ценности. Если бы было какое-то обвинение по адресу Украины в том, что они какие-то геноцидники, в том, что либо они первые напали, или в том, что они осуществляют какие-то акты терроризма или еще что-нибудь в подобном роде, то такой широкой международной поддержки бы не было. И поэтому Бурятия тоже должна думать о том, как обрести широкую международную поддержку. Эта поддержка будет обретена в том случае, если мы покажем свою цивилизованность, свой гуманизм, что если мы покажем, что мы не скатимся в уровень какой-то банановой республики, в которой постоянно строчат пулеметы, и никто не может чувствовать себя в безопасности. И каждого проверяют на уровень, сколько у него бурятской крови промилле в его организме, и кто именно из его предков имеет чистоту бурятской крови, а кто имеет загрязненную кровь. Вот этому мы должны противостоять с самого начала. Тогда у нас будет международная поддержка, и тогда мы без войны, без вооруженного сопротивления, вероятнее всего, сможем достичь этой цели одним только правовым путем, одним только путем дипломатических переговоров. Мы принудим Кремль к тому, чтобы во-первых, внести в Конституцию право Бурятии на самоопределение вплоть до отделения. Ну, то есть в Конституции будет сказано не о Бурятии, а о любой национальной республике России. Соответственно, мы отделяемся мирным путем. Международное сообщество поддерживает Бурятию, потому что, подчеркиваю, Бурятия ни в чем не виновата перед общечеловеческими ценностями. Бурятию поддерживают в результате все остальные республики России. Происходит парад суверенитетов. Одновременно мы, конечно же, заявляем о своем сепаратном мире с Украиной. По поводу женщин хочу еще отметить
Значит, Зуртан Хаватаров сказал, дураков убрать, женщин и трусов. Ну, по поводу дураков и трусов не будем сейчас обсуждать. По поводу женщин я и Филонова в пролете, понятное дело, поскольку, ну что поделаешь, если у нас именно женщины являются лицом антивоенного протеста. И вообще все те 11 человек, которые были задержаны тогда, 24 сентября, из них было 9 женщин и всего 2 мужчин. Извините, поэтому, Надежда, ну время зачем? вышло. Поэтому я хочу резюмировать следующее. Если мы покажем, что это не узкобурятский национальный интерес, а общечеловеческий интерес, именно тогда нас и поддержат, и мы сможем осуществить достижение этой цели без кровопролития. Всем спасибо.